С обращением к жителям республики выступил глава Коми Владимир Уйба. Смотрите его прямо сейчас. Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня, прежде чем перейти к основной теме моего видеообращения, хочу вместе с нами порадоваться нашей победе. Вчера наши мужики в Пекине победили, завоевали золото в эстафете 4 по 10. Ну и надо сказать, что и Алексей Червоткин, и Александр Большунов, и Денис Спецов, и Сергей Устюгов – это, конечно, наши герои, наши богатыри. Но хочу сказать, что 42 года назад такая же была победа. Вот, представляете, такой временной период в 1980 году в Лейк-Плэсиде. Тоже в четверке, ну не тоже, а в четверке наших победителей тогда был Василий Рочев и Николай Бажуков вместе с Евгением Беляевым, Николаем Земятовым. Вот Василий Рочев, Николай Бажуков – это наши богатыри Коми земли. Поэтому я к тому, что нам нужно снова и снова заниматься подготовкой наших лыжников, чтобы в ближайшее время, в ближайшие годы на пьедестале почета и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх были наши ребята с Республики Коми. Это я даю себе наказ, ну и нам всем вместе. Теперь по основной теме нашего сегодняшнего видеообращения – это поддержка аграриев. Я всегда вам говорю и рассказываю о том, что для меня это приоритет, для меня и для правительства. И сейчас буквально коротко постараюсь рассказать о том, чего мы добились в 2021 году и о ближайших планах на 2022 год. Итак, под конец прошлого года сельскохозяйственный производственный кооператив «Исток» завершил строительство роботизированной, это очень важно, животноводческой фермы на 140 голов крупного рогатого скота в деревне Выль-Иб Карткировского района. Стоимость инвестиционного проекта составила почти 70 миллионов рублей, 69 миллионов 300 тысяч. И я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что мы всегда говорим, конечно, нужно создавать рабочие места, но вот такие роботизированные комплексы молочные, товарные, они тоже нужны, потому что в них достигается наивысшее качество и наивысшее молока, и наивысшая производительность труда. В прошлом году 5 фермеров республики завершили строительство животноводческих объектов, 3 из них в Княжпогосском районе, на 100 голов в деревне Онежье, 50 голов в деревне Нижняя Отла, на 30 голов и в городе Емва. И новая ферма на 50 голов появилась в деревне Сергеево-Щелье Усть-Цилимского района, и построена ферма на 50 голов в селе Деревянск Усть-Куломского района. В этом году грантовая поддержка малых форм сельхозхозяйств продолжается. Мы ожидаем открытия 5 семейных ферм, 2 из них появятся в Усть-Куломском районе, в поселке Тимшер и в селе Мыелдино. Ну и также построят ферму в селе Хабариха, Усть-Цилимского района. Я был на строительстве этой фермы, и действительно там очень хорошие темпы. В этом году точно совершенно эту ферму сдадут. И телятник с убойным цехом в селе Кунип Сыцлевского района и ферму в деревне Ласта Ижемского района. Власти я тоже был, тоже смотрел строительство этой фермы. Ну и кроме того, в 2022 году в рамках грантовой поддержки и развития семейных ферм появятся новые производства. Это переработка речной рыбы, это очень важно для нас, в селе Краснобор Ижемского района, по изготовлению сыров в поселке Поляна Сосногорского района. Ну и здесь я жду приглашения от сосногорцев, чтобы посетить эту сыроварню, потому что вообще сыр очень полезный продукт, и, конечно, чем больше будет наших отечественных сыров, тем лучше будет и для нас, ну, поскольку мы патриоты республики, и для нас очень важно, чтобы и сыры мы делали сами, а не возили их из Италии. Ну и по производству молочной
мясомолочной продукции в городе Вуктыл. Ну, вот отмечу, что появление, конечно же, новых сельскохозяйственных объектов – важное событие всегда на селе, потому что и я всегда говорю, что нам нужны новые рабочие места, ну и потом это в общий вклад в обеспечение продовольственной программы Республики Коми, да и страны. Потому что наши молочные продукты самые лучшие, самые качественные и самые натуральные. Поэтому ешьте и пейте только наше молоко и только наши молочные продукты. Теперь по эпидобстановке. За сутки мы опять дали очередной пик. На самом деле пик у нас был в воскресенье, 2616 случаев вновь заболевших. Сегодня за сутки 2427, вроде как небольшое снижение, но на самом деле мы так пока и не можем выйти вот на плато, поэтому занимаемся тем, чтобы как можно все-таки быстрее пройти вот эти пики и выйти на плато. На самом деле везде идет рост и по городам, и по муниципалитетам, поэтому мы максимально стараемся следить за состоянием развернутых и занятых коек. Сегодня у нас чуть меньше 20%, поэтому сегодня я утром дал команду раскрывать новые койки. К тем 2319, которые у нас развернуты, нам нужно еще койки, потому что уже занято 1952, то есть меньше 20% резерв. Завтра доложу вам об этом. И по вакцинированным. Вакцинированных у нас 417 636 человек, достаточно немало, но и немного. Надо усиливать темпы вакцинации. Ревакцинированных 80 448 человек. И остаток вакцины очень большой, более 127 тысяч доз. Поэтому прошу всех, кто еще не вакцинировался, прийти и вакцинироваться. На сегодняшний день это вся информация, уважаемые жители республики. Система здравоохранения в самой тяжелой ситуации. Поэтому, конечно же, прошу максимально не контактировать с больными. Как только появились симптомы заболевания, оставаться дома и дальше по алгоритму, который уже неоднократно я говорил, и Минздрав везде на своих ресурсах разместил, действовать четко по алгоритму. Тем самым мы, снижая уровень контагиозности, будем снижать уровень заболеваемости. На этом у меня все. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. До следующей встречи.